дружище, приветствую тебя на очередном нашем уроке. Сегодня мы с тобой разберем стиль ситинг, наш новый трюк X-Over. Предлагаю тебе сейчас вспомнить, как работают наши ножницы. Если на руках мы разберем, то, по-моему, ножницы вот так работают. Теперь мы это движение переносим на ноги. Обрати внимание. Вот так вот выглядит трюк X-Over. Раз, два. Подбиваем. Нашу слабую ногу закидываем в сторону. Сильно подбиваем, и все. Вот такой вот механизм получается, правильно? Еще раз посмотрим. Раз, два. Окей, второй базовый трюк X-Over. Теперь от слов к делу. Берем мяч в руки. Подбиваем просто один раз. Подбиваем один раз, подбиваем один раз. Сделали по одной чеканке до 5 подходов. Это просто для твоей разминки. Раз, два, три, 4, 5. Хорошо, сделали. Теперь шаг второй. Обрати внимание, когда мы подбиваем мяч, у нас мяч поднимается, да? Правая нога остается на месте. Образовался вот такой вот промежуток. В этот промежуток, как мы только подбили мяч, залетает наша слабая нога. В моем случае это левая, да? Хоп, залетает нога сюда, в сторону. И мяч оказывается вот здесь вот. Он отпускается. И вот обрати внимание, что вот мяч отпускается, а правая нога его как раз таки здесь и выжидает. То есть наша задача просто поднять немножко ногу, напрячь наш голеностоп. Помнишь, как мы разбирали чеканку в стиле ситинг, да? Все, раз, подбили, ногу убрали обратно левую и мяч поймали. Еще раз. Раз, хоп, и ногу занесли. Теперь повторяй, пожалуйста, за мной. Подбили один раз и сразу левую ногу закидываем в сторону. Раз, и просто поймай мяч. Подбили, ногу убрали в сторону, поймали. Подбили, убрали в сторону. Обрати внимание, у тебя будут такие ошибки, что мы будем вот так вот ногу где-то закидывать, да, это с непривычки будет, я тебе сразу предупрежу. Ничего страшного. Раз, подбили, просто запомни, что нужно ногу убирать просто в сторону, вот сюда. Не поднимать ее, а просто проводить под мячом. Подбили, под мячом провели ногу и поймали мяч. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И поймали. Подбили, мяч поймали, ногу увели в сторону. Все, дорогой друг, сделай, пожалуйста, это 10 раз. Шаг третий. Вместо рук мы с тобой ловили вот здесь вот мяч, да, когда заводили ногу левую. Теперь мы мяч не ловим, просто поднимаем правую ногу, напрягаем наш голеностоп, прям четко, чтобы голеностоп у тебя был вот так сосредоточен, как будто его цементом закатали, можно так сказать. Вот. Раз, два, подбили, взяли. Раз, два, оп, поймали. Раз, два, все. Предупрежу тебя сразу, что наше движение, оно должно быть и не быстрое, и не сильно медленное, да, то есть средний такой темп. Раз, два, нужно успеть. Раз, два, успеть и ногу закинуть сюда, и подбить мяч. Раз, два. Окей. Раз, два. Теперь давай разберем с этой позиции. Держим мяч в ногах, руки убрали здесь. Вот здесь удержим руки, корпус также у нас прямой. Все то же самое, как мы разбирали и на наших предыдущих занятиях. Теперь подкидываем мяч, правой ногой подбиваем, левую сюда убираем в сторону и обратно ловим мяч. Раз, два, три. Раз, два, три. Подбили, левую быстро убираем, да, подбиваем, ногу немножко уводим опять в сторону сюда, возвращаем и зафиксировали мяч. Ну, в общем-то и все, дорогой друг. Не слишком сложный трюк. Очень легкий, ты его освоишь буквально сейчас за 3-4 минуты после просмотра. Дружище, теперь разберем распространенные ошибки. Их на самом деле не так много. Когда мы подкидываем мяч, вот это движение делаем, вот я показал удачную, хорошую попытку, да. Почему? Движение было сосредоточено, амплитудное и так далее. Но если у тебя вот здесь вот левая нога будет уходить, то есть недостаточно дальше, да, на ногу закидываться, вот на правую сторону уводиться, то ты будешь вот так вот просто делать. У тебя мяч будет врезаться сюда в левую ногу, ты будешь левой ногой своей не давать мяч вот здесь вот выбить, да, то есть левую ногу надо как можно дальше убирать, делать амплитуду, да, такую широкую. Но если у нас нога просто вот так вот поднимется, то мяч мы вот так вот подобьем в левую ногу, мяч не вылетит. Вот так вот будет. Вот такое движение получится. Поэтому подбиваем, ногу как можно дальше убираем. Это первая ошибка. Теперь вторая распространенная ошибка. Когда мы делаем X-Over, вот так вот ноги также не вытягиваем. То есть ноги у нас всегда перед собой и только в этой области работают. То есть они у нас вот так вот не вытягиваются.
Как ноги держим согнутые, в таком положении они у нас и работают. Это удачная попытка. Вот это неудачная попытка. Еще раз, удачная. Это неудачная. Не вытягиваем ни в коем случае ноги вперед. Ну, в общем-то и все, дружище. Теперь твое домашнее задание сделать 30 иксоверов. Теперь ты можешь сделать комбинацию трюков из кроссовера и иксовера. Кроссовер ты умеешь делать, иксовер ты уже научился делать, да? Теперь, как это делается? Давай мы сейчас все воедино соберем. Кроссовер, иксовер. Подкидываем кроссовер, подбиваем, делаем иксовер. Здесь, чтобы соединить эти трюки, единственное, тебе нужно будет только не ловить мяч после кроссовера, да, как ты это привык делать, а просто нужно будет подбить мяч. Просто сделать одну чеканку и закинуть ногу вот сюда в сторону, да, сделать иксовер. Давай посмотрим. Кроссовер делаем, хоп, не ловим мяч, а подбиваем. Один раз подбили. Раз вот подбили сюда, и потом, помнишь, да, ногу закидываем на иксовер, подбиваем и ловим мяч. Кроссовер, тык, иксовер. Вообще изи. Это будет твоя первая комбинация. Наш урок подошел к концу. С тобой был Диас. До следующих наших занятий.